Bismillahirrahmanirrahim. Salam marshal dusyo gladurчарг. Тхо шундагда ахшохал воёхч атхар администрациягер ба ояхкин. Собрание части житель Силаин Хаджиндер воюртан латгулки хака информации гулия шундакачи. Хинца тхо динчун трейн хинчуна шун отчетел хажурду такой бърт бир будал мукла кидадишчун. Йохч атах совет заменча прит эзер стагвешхла шадолат свыше 70 квадратных километров хилла нердуала уж эзер сов бежен хилла хинца атрош докдак лот восстановление республики тракарьерш джо рум туг латбо войстройкшн кида военмахаар хорошо в республика юртбааман рукш халойпш год подъема сельского хозяйства Кайкинду. Для сведения приведу таблицу показателей производства совхоза Атагинский в среднем за год с 1981 по 1989 год. В среднем за год и всего Советского района. По данным справочника «Размещение агропромышленного производства Чечено-Ингушетии», авторы Шорин и Тангиев, изданного под эгидой Министерства сельского хозяйства в 1992 году. Показываю. Почти по всем показателям совхоз Атагинский давал больше продукции, чем весь Советский район, это нынешний Шаройский и Томкалинский, по основным показателям. Можете сами сравнить. Вот, пожалуйста. Хокшара Ваймахка Телац Декарду в полном объеме закон о местном самоуправлении. От закон тя маалер юрт администрации Декашмуду Ушдейду организация тепло-, водо-, газа-, электроснабжения, сбор-вывоз отходов, содержание и строительство дорог, мостов, содействие в развитии сельского производства и малого предпринимательства, помощь малоимущим гражданам, обеспечение культурного, спортивного, медицинского обслуживания. Когда всего около 30 пунктов. Мухалюзуревой бюджет. Тройгхачи угурхал латсболба безвой. Юртбааман сурсата шкиор. Лат лердер хилдиез. Хинца аса эрсимоц хамелдиду. Хунд элчи ванюка закончду. Цанисца эл дош юки эка цо док улкталгорду. Итак, что мы имеем? Мы имеем Конституцию Чеченской Республики, показываю, где сказано, что на период до образования органов местного самоуправления полномочия указанных органов осуществляют администрации, формируемые в соответствии с законом Чеченской Республики. Юристы знают, что если нет закона, регионального местного закона о местном самоуправлении, то согласно принятому в России порядку действует федеральный закон. То есть администрации должны действовать согласно закона о местном самоуправлении, исполняя полномочия выборных органов. Права местного населения на выражение своего мнения никто не отменял. Согласно статье 11 этого закона, территорию местного поселения составляют, цитирую, исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территория традиционного природопользования населения и так далее, независимо от форм собственности и целевого назначения. Согласно этого же закона, изменить границы территории поселения можно только с учетом мнения населения, выраженного путем голосования, референдума и тому подобное. Статья 12. Далее. Согласно статье 7 Земельного кодекса, показываю,
земли в Российской Федерации, а следовательно и у нас в республике, по целевому назначению подразделяются на земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и другое. Согласно статье 60-61 Земельного кодекса, действия, нарушающие права на землю, могут быть пресечены путем приостановления и отмены актов в судебном порядке. Далее. Мы имеем карту плана земель территории поселения и селения Старой Атаги от 1986 года. Показываю. Обратите внимание, здесь есть участок земли около селения Дачу-Борзой, где-то 50 гектаров, который относился к совхозу Атагинский. Недавно мы получили копию плана земель, составленного в прошлом году. Показываю. Обратите внимание, этого участка около селения Дачу-Борзой на плане уже нет. Кроме того, дополнительно указано новое поселение, новые Воронды в южной части земель совхоза или территории поселения Старых Атагов. Все помнят историю создания этого села. В 1989 году были оползни, и под видом переселения якобы пострадавшего населения селения Новые Воронды была попытка захвата пахотной земли в южной части. Были организованы публикации в газетах, в частности, некто Катышева с подачи местного писателя М. Ахмадова обвиняли атагинцев в нежелании понять чужую беду. Эти же обвинения она повторила в 2006 году в своей книге «Уроки чеченского». Даже была выпущена географическая карта, где село Воронды указывалось прямо рядом с селом Старые Атаги. Наши старшие приглашали нынешних претендентов, жителей этого села, для встречи, однако они не являлись. Атагинцы, которые сами в течение многих лет не получали землю под строительство, просили понять и их нужды. Тогда бывший председатель Совмина Керимов и первый секретарь райкома Витушев, чтобы успокоить население, обещали выделить землю, но слово свое не сдержали. Выделенная нам земля вдоль дороги на Шали и до дороги на Алхазурово, показываю, не была оформлена как под строительство жилья. Многие затратили средства на межевание и возведение фундаментов. Для жителей якобы пострадавшего села Новые Воронды, которое как стояло и стоит до сих пор на своем месте, была выделена земля у склона горы и ореховая роща вдоль дороги на Шатой. Показываю. Арендованная у совхоза Атагинский советским лесхозом свыше 40 гектаров. Далее мы имеем постановление правительства Чеченской Республики номер 127 от 6 августа 2008 года, показываю, о выделении для селения Дачу-Борзой 50 га из земель госхоза Атагинский, для селения Лага-Воронды 25 га из земель лесхоза Предгорный, для села Чешки 30 га из земель лесхоза Предгорный и для села Старые Атаги 200 гектаров из земель госхоза Атагинский. До последнего времени мы, жители села Старые Атаги, были уверены, что это постановление правительства Чеченской Республики имело в виду узаконение участков, выделенных тогда в конце 80-х и в начале 90-х годов, так как решения тех времен в период отсутствия в республике конституционного порядка были отменены, то есть вот эти вот вышеперечисленные земли. Однако с удивлением мы узнали, что идет межевание земли южнее дороги на Алхазурово. Показываю.
то есть изменение территории поселения без учета нашего мнения. А может быть даже, что правительство Чеченской Республики введено в заблуждение, и под видом выполнения этого постановления произведена подмена на месте, то есть на земле. Далее, атагинцам вместо земель у дороги на Шали и вдоль дороги на Алхазурово, показываю, выделена земля вдоль трассы в северной части, почти до бывшего животноводческого комплекса, показываю. Затем часть земли у комплекса была забрана назад, якобы на нее заявил права руководитель объединения из поселка Гекала. Вместо этого нарезана земля севернее дороги на Гайты, показываю, причем размеры участков, улиц очень сокращены, а ведь это участок выгона скота. По нашим подсчетам, Госхоз Атагинский теряет 1500 гектаров пахотной земли, одних из лучших черноземов в нашем регионе. Кроме того, якобы выделены земли около 200 гектаров на берегу Аргуна, южнее поворота на цемзавод для нужд энергетиков. Показываю. В связи с этими решениями возникают вопросы экологического, природоохранного порядка. Куда будут уходить стоки и отходы? Останется ли вода в реке Аргун по-прежнему чистой и пригодной для питья? Откуда брать воду для питья уже сейчас дефицитной? Ведь планируется строить поселение для атагинцев на месте, где, вероятно, есть подземное озеро, как показывают скважины. По нашим данным, соответствующие экспертизы, положенные при градостроительстве, не произведены, как и не было публичных слушаний в селе по этому поводу, как предусматривает закон о градостроительной деятельности. Показываю. Кто будет проводить коммуникации, газо-электроводоснабжение? Или это будет сделано путем сбора средств у жителей, без проектов, путем самостоятельных врезок? К чему это привело, мы знаем по нынешнему положению в нашем селе. Особо нас беспокоят вопросы, связанные со строительством каскада электростанции на реке Аргун. Дело в том, что большая часть села находится в долине реки. Ежегодно в период разлива Аргуна в июне-июле месяце бывает опасность подтопления. Естественно, село нуждается в защитной дамбе. Кто будет ее строить? Внесено ли ее строительство в проект каскада? Куда будет сплавляться ил, сацер олхуацуна, при чистке водохранилищ? Не осядет ли он у нашего села, где Аргун теряет скорость течения? Поднимется ли из-за этого уровень реки у нашего села? Кроме того, по опыту подобных ГЭС в Дагестане, Кабардино-Балкарии, мы знаем, что большие станции с высокими плотинами, с большими турбинами иногда работают по 3-4 часа в сутки, остальное время набирают воду. Может, нужно строить плотины и турбины меньшего размера, с учетом прихода и расхода воды? Это позволит избежать затопления больших участков, большого изменения давления на ложе водохранилищ, что очень опасно в нашей сейсмической зоне. С просьбой прояснить ситуацию мы обращались к соответствующим руководителям разного уровня, но внятного ответа не получили, кроме заверений в одобрении нашей инициативы. При личной беседе нас спрашивают, а где же руководство села, Госхоза? Почему вы одни интересуетесь этими вопросами? Они говорят, что мы выделили вам землю в соответствии с вашими просьбами. А как там вы ее распределяете? Это дело села. Действительно, правом подписи и печати от имени села обладают наши руководители. Но, к сожалению, нет ответа. А руководитель Госхоза, каким бы он хорошим специалистом не был, назначенный
2007 года не выходец из нашего села не живет в селе и, наверное, не знает наших нужд. Может, поэтому некоторым атагинцам трудно получить землю под посев, под предпринимательство, а выделение земель производится негласно, не открыто, не публично, как того требует закон о земле. Настоящим обращением мы просим руководство села и госхоза Атагинский прояснить ситуацию по поставленным в нашем письме вопросам. Просим коренным образом изменить свое отношение к землепользованию, предотвратить разбазаривание наших уникальных земель. Может, есть смысл решить давно назревший в республике вопрос создания сельхозакадемии на нашей земле, как градообразующее предприятие, а госхоз сделать техникум для подготовки кадров массовых сельхозпрофессий. Уникальность наших земель и в том, что здесь ценные черноземы, расположены на стыке 3 крупнейших районов, разветвленная дорожная сеть, водные каналы. Просим руководство села и госхоза срочно внести соответствующий протест по поводу передачи земель территории поселения без учета мнения населения, пока на этих землях еще не начато строительство. Кицаум айлуду, куз гулбельчнера, беш войцашту, Франция ола, Бельгия ола, Лилштадт. Цан ойлеш тутро. Кастин юрт эдига дерарду, хок гулка, даклац. Руководство республиканского уровня мы просим оказать нам содействие в решении поднятых вопросов рационального землепользования, в преодолении возможных отрицательных последствий строительства каскада ГЭС. Соседние республики с завистью смотрят на нашего энергичного руководителя, президента Рамзана Кадырова. Знаем его открытость, его стремление идти навстречу людям. Нам кажется, что кто-то пытается решать свои узкие интересы за счет ухудшения положения других. Если и выбираться из той ямы, в которую попала наша республика в прошлом, то вместе, как один, став за нашим лидером. Для нынешних претендентов на землю в этом районе мы хотим сказать несколько слов по-чеченски. Духдаш. Шу войнмахаар, хар ахлам сабу, хар ахлам хабу бохш ашду. Юлю аш керч, дадю орду аш талат. Кидаму дах дезвай. Дерду шег. Харум салелош. Харт стешил садеш. Темерертар. Войком резерв для развития лемничка до лачду и вой масера бурбу. Цигалары вой вяшрит. Цаберт бэлэй отстя. Это письмо вместе с видеообращением мы направляем всем упомянутым здесь лицам и организациям. Будем ждать ответа в положенный срок. И примем решение о дальнейших положенных по закону действиях. Рездуйшу от Лукан. Санаости. Атрой. Лукан доглошвек. Нисо ешвек. Трун хат эвол. Тромичашту шунха. Вой законц. Нисо лорювей. Трун наости юш. Det är det skulle då